Ну, получается, что если в каждой передаче ты учишься чему-то новому, ты уже мастер на все руки? Да, кстати говоря, ну знаешь... Ты чувствуешь себя таковым? Да, универсальный человек, да, нет. Кстати говоря, вот все-таки, опять же, да, когда человек творческий, да, ну вот именно прям ему это все интересно, то, конечно, мне кажется, результативность, она лучше, и к чему-то ты там прям усердно. А когда это все пускается на поток некий, знаешь, сегодня одно сделала, завтра другое, потом еще третье, четвертое, пятое, очень сложно к чему-то, к одному вот прям увлеченно относиться. Ты знаешь, ну, некоторые забываются. И вот, допустим, проходит год-два, ты возвращаешься опять на какой-то мастер-класс, который, в принципе, уже был в твоей жизни. Но все как заново, по-новому. По-новому. Немножечко все это как-то подзатирается, что ли. Поэтому сказать так, что прям все могу, все умею в жизни. Ну, а тебе что-то пригодилось? Ну, кстати, я бы сказала, наверное, все понемногу, потому что в рамках этого проекта-то, конечно, мы же не ограничиваем себя только вот изготовлением декоративно-прикладного искусства. Мы и готовим, мы и, ну, благо, что не пляшем. А так, конечно, все, что можно сделать своими руками, поэтому и программа-то называется «Мы вам покажем». То есть, конечно, ну, интересно работать с такими материалами, которые ты не встречала. Вот даже сейчас, к примеру, да, работать очень интересно, это затягивает. С фоамираном раньше не работала? Нет, первый раз. Нет, использовали мы его в качестве там подложки для изделий из бисера, было такое, да, но чтобы из него что-то изготавливать, он был как такой дополнительный какой-то элемент, такой же, как, допустим, скотч, клей и так далее. А чтобы его использовать как полноценный отдельный вид искусства, нет. Очень интересная вещь. Ну, кстати, броши я видела в продаже где-то. Кстати, они очень дорого стоят. Да? Да, я вчера в интернете видела, одна роза 13 тысяч на сайте у какого-то известного модельера. А вот можно же самим сделать. Вот, кстати, в пору вот Советского Союза, да, когда ничего не было в магазинах, когда делали все своими руками, а потом вот наступил какой-то момент, когда вот перестали же руками делать, даже готовить. Ну да. Те же пельмени, те же торты все покупали. А сейчас уже обратно, опять. Да, возвращаемся. Давай я тебе дам задание, чтобы ты прокрашивала вот эти маленькие лепестки, а я буду их вытягивать. Держи. Слегка. Да, и вот меня это очень радует, на самом деле, что сейчас очень много стало рукодельниц, которые что-то делают своими руками, постоянно там, допустим, облагораживают свой быт, да, дом. Ну да, и сейчас и презенты-то дарить любят, да, вот сделанные собственными руками. Прям какая-то ценность появилась таким. Кстати, вот после того, как я стала делать своими руками, я почувствовала, вот, как люди относятся к подарку, сделанному именно своими руками. Это совсем другое отношение. Ну, во-первых, человек понимает, что ты уделил время на то, чтобы сделать эту поделку, на то, чтобы придумать, что сделать. Потому что не все же нужно этому человеку, допустим, да? А потом еще найти это время, сделать и прийти подарить, ну это же дорого стоит. И всегда вот когда на свадьбах, на юбилеях, когда я дарю что-то сделано, не просто конверт, да, а что-то сделано своими руками, получаю бурю оваций. Ну, у тебя, наверное, вопросов о том, что же подарить, вообще такого не бывает. Но не всегда. Да? Да, если есть время, и я заранее знаю, что, допустим, меня ожидает такое-то мероприятие, там, ну, в такую-то дату, то да, я заранее готовлюсь. Причем даже если я этого человека не знаю, мне все равно, ладно, порвалась, мне все равно приятно сделать подарок. Угодить можно, мне кажется, да? Да. Вот, допустим, на юбилей я дарила конфетные букеты. Это вот цветы тоже по аналогии делаются только из другого материала. Там внутри конфеты. Вот. На рождение ребенка я дарила букет из распашонок и носочков. Вот. Какая милота.
То есть у творческого человека, да, был бы повод сделать подарок, да? Да. А вот что и из чего уже? Ну, потом, кстати, вот по прошествии времени встречаешь, да, этих людей, они говорят, вот ваш подарочек до сих пор нас радует. Кстати, вот когда декупажем увлеклась, у всех были салфетницы, Да, был чайные какой-то домики. бум такой, да? Да. Декупажный бум просто. Сейчас Потом, как-то когда я под этим- корзинками увлеклась, всех тоже задарила корзинками. У всех родственников, у всех в ванной, всех. А сейчас, если, допустим, взять вот такую, может, какую-то некую статистику, да? Чем сейчас в основном люди интересуются? Вот каким видом искусства? Чаще всего к тебе приходят на что? Так, дети, вот девочки, бисер. Сейчас Бисер опять плетение. бисер, кстати. Ага. Вот я когда училась в каком, не помню, в каком классе, в 5 что ли, я купила книгу, как сделать украшения для Барби. Вот, и сделала ей колье, а потом уже научилась делать сама фенечки. Ну, помнишь, там был такой бум? тоже был. Я делала всем своим одноклассникам фенечки, потом это уже 10 класс, 11 класс, а потом уже все это как-то необходимости не было, я весь бисер раздала сестренкам. Вот. И никогда не думала, что я к нему вернусь. И сейчас вот настолько меня затягивает эти броши делать из бисера. Вот. Девочки очень просят тоже научить их делать на станке вот эти вот браслеты, потому что на станке можно сделать вообще абсолютно любой браслет с любым рисунком. Ты, допустим, рисуешь там схему какую-то, будь то имя, буквы, да, допустим, будь то какие-то овощи, там, не знаю, животные, барашки, там, коровки, лягушки, которые сейчас модные у девочек у всех. Вот. Что еще? Украшения из полимерной глины делают. Тоже очень нравится. Для глины, кстати, тоже есть молды, формочки. Катаешь просто шарик, вставляешь в молд. И уже, да, готовое изделие. Ага. Ну, а взрослые интересуются макраме. Вот сейчас вот вязание уже отошло, почему-то уже нет этих интересующихся вязанием. А вот именно макраме. Макраме и вот бисер, брошки из бисера. А, знаешь еще что? Что еще? Самое популярное. Что? Эпоксидная смола. Я вспомнила. Эпоксидная смола — это когда ты смешиваешь два компонента, и она через сутки затвердевает. Да, мы делали тоже. И Делали, подносики, да, делали. Ну вот. Это прямо супер-мега популярно. Да. Тоже потому что, знаешь, мне кажется, почему такой вот прям популярность приобрела эпоксидка? Потому что там может себя реализовать человек, который вообще далек от творчества. Да. То есть что-то да точно выйдет. То есть там не бывает, что не получится. Там получится все под чутким руководством, да? Может, кстати, не получиться. Да? Да. Я когда только начинала, там вот если неправильно разведешь, то она не застывает. А, да вы что? Но если правильно развести, а дальше вот этот полет, он просто там тут. Да, можно здесь. добавлять любые цвета. Здесь большие уже не будем. Все тогда. Давай сейчас мы начнем уже заниматься обклеиванием, да, бутона. Значит, то, что я говорила. Сначала мы наносим клей посередине, приклеиваем вот так в шахматном порядке. То есть посередине. Он немножко как будто бутончик у нас закрытый будет сначала. Потом вот так вот внахлёст следующий бутончик и внахлёст следующий бутончик. Следующее мы уже будем приклеивать клей чуть пониже. То есть он у нас будет потихонечку вот так вот раскрываться. Но давай мы сделаем побольше закрытых, потому что у нас много маленьких. Хорошо? Ну, пожалуйста. Все на ваше усмотрение. Сама попробуешь? Творец-то кто здесь? Я так в подмастерье как бы. Ты попробуешь где-то сама? растянуть, где-то вытянуть. Так, давай. Значит, наносишь клей сюда по центру. Полосочкой. Чуть-чуть повыше. Повыше. Придерживай и прикладывай. И в шахматном порядке вот так внахлёст будешь приклеивать. Повыше, пониже или без разницы? Нет, сейчас на одном уровне должно быть с бутоном. На одном уровне. Так, Всё. вот ты сейчас центр приклеила, а сейчас приклей эти кончики. Какие вот эти? Ну, бока, да, вот сюда клей. Там много не надо, просто чтобы оно взялось. Так.
и с другого бока. Угу. Так. Берем следующий. А я пока вот эти вот большие закончу обрабатывать. И нам остается только вот это вот сейчас все по кругу все приклеить. То есть он у нас будет сначала вот такой стоячий, а потом он будет вот раскрываться и вот уже... здесь вот самый главный секрет, да? Да. Как сделать так, чтобы он красиво раскрылся. Угу. Ну просто клей будем наносить чуть пониже, пониже, пониже. И потом уже самые большие буквально вот здесь будем приклеивать. На самом-самом кончике. Даже вот можно с вечерним платьем одеть. Да. Можно вот украшения никакие не выбирать, просто один цветок. Все, ты будешь звездой просто. Да, сразу. Незаметно не останешься, да? Да. Сразу, ну, если вот с такой-то брошкой, и с брючным костюмом, и с вечерним платьем. Если вдруг стесняешься или, может, не хватает в тебе столько артистизма прям надеть это на одежду, можно на сумочку, как ты сказала, да? И уже будешь на виду у всех, да. А если еще узнают, что это твоими руками сделано, вообще. А могут же спросить, да где приобрела, где купила такое? Мы же женщины такие. Да. Любим удивлять. Ну, веяние моды, видишь, меняется постоянно, да? Одно время были вот такие вот прям ожерелья с камнями большими в моде. Сейчас уже на них смотришь и уже думаешь, боже что это мой, такое, да? Как получается? Ну, я думаю, да, здесь... Да-да-да. Пока он немножко у тебя пока должен быть закрытым. Закрытый бутончик. В принципе, он сейчас у меня... Чем больше сделаем, тем красивее будет. Вот эти вот верхушки немножко потом, следующие, да, когда ряды будем приклеить, будем их немножко отгибать вниз вот так вот. Вот так. Вот так. А, кстати, самые последние, да, вот лепестки у розы, они, как правило, идут немножко порванные. Не обращала внимания? Ну, типа рубашка это или как-то так Да, называется. рубашка называется. Ага. Можно будет тоже такие сделать. Самые-самые большие, которые немножко порвать. То есть все должно быть как в природе, да, приближенно. Да, максимально. Ну, причем вот в повседневной жизни об этом не задумываешься. А у меня как-то плавно перешло 2 на 2, 2, 2, 2, 2, 4 лепестка. Должно быть побольше. Тогда чуть-чуть ближе приклеивай. Так. Ближе. Вот, допустим, ты сейчас один приклеишь, да? Не напротив, а вот тут рядышком. Рядышком. Как бы, как тебе сказать? Как-то как наращивать надо, как будто бы, а то так оно и будет, ну, объема не прибавится, да, в нем? Вот сейчас вот ты приклеиваешь, вот ты как приклеивала? Вот здесь вот, да? На серединке? Или с краешку? Уж не помню как. Ты, наверное, с краешку. Я вот так делала, видела здесь и сюда клеила. Не так. Вот внахлёст это имеется в виду, вот предыдущий ты приклеила, следующий идет вот рядышком за ним. Как бы один обнимает другой. Тогда он у тебя будет уже пышнее. Все, понятно. Да. И все по центру, да, клею? Ну, чтобы оно все было на одном уровне. И старайся, если вот, допустим, видишь, что у тебя предыдущий вот здесь лежит, то тогда можешь чуть-чуть подальше от него отклеить, чтобы он не повторялся. То есть контролировать здесь надо все. Ну, в принципе, ничего сложного, согласись, нет. Просто приклеиваешь по кругу и все. В принципе, роза это такой цветок, да, который вот не сложен в исполнении. Я вот, допустим, когда первый раз делала ободок с розами, тоже такие же розы, есть же такие вот, на голову, которые одеваются, ну, на всякие выступления, вот у меня знакомая попросила. Я взяла настоящую розу, распустила ее, посчитала, сколько лепестков,
И, ну, посмотрела, во-первых, форму, да, и там действительно вот начиная от маленьких, заканчивая больших, у всех разные формы. И у каждой розы разное количество лепестков. Не бывает такого, чтобы у всех роз были одинаковые лепестки, одинаковое количество лепестков. А вообще лайфхак вот дома я использую, ну, когда на улице не слишком холодно, у меня вот как хранятся цветы, я их на балкон ставлю. Они могут там месяц стоять. У меня день рождения, допустим, в мае, вот, и я их на балкон ставлю, и до июня они у меня там стоят. Вообще прелесть, красота просто. Ну, помимо того, что менять воду, подрезать, ну, уже не так часто можно. И эти порошки всякие там не подливать. А так, да, самый любимый мой цветок. Роза, да? Это роза, да. Ну, когда была маленькая, я любила хризантемы и герберы еще. А у тебя? Да, я думаю, наверное, не знаю, в последнее время очень нравится гортензия. Ну, вот как-то душа к ним лежит. Они просят много воды всегда. Да, да, да. Они могут прям в один вечер сразу потухнуть. Потухнуть, да. Ай. Так, большие мы не красим. Большие мы не красим. Вот эти все лепестки мы должны приклеить. Так, ну я, в принципе, по нарастанию. С сердцевиной я справилась, а давай, вот дальше да. доверю тебе. Хорошо. Потому что тут уже нужна именно четкая работа. Красиво получается. Да? Да. Спасибо. Вот эти вот большое. надо было еще вот так. Прижимать, да? Дай-ка я прижму. Потому что вот она не должна вот так колом стоять, она должна быть, ну, вот как настоящий бутон. Вот это вот нижние сейчас все приклеены. Округленная там должна быть, да? И надо будет поставить стержень, тот пистолет, чтобы он пока нагревался. Юлиана, а вот если говорить все-таки о прикладном искусстве, да, вообще в целом, вот самый сложный материал, с чем вот работать вообще очень сложно, что это, на твой взгляд? Ну, вообще всегда сложно, когда ты что-то начинаешь. А когда ты уже, рука у тебя набита, ну вот мне долго не давалась эпоксидная смола. Вот, я думала, что не так. Просто, оказывается, ну, попался не тот производитель, не ту консистенцию я разводила. Но потом со временем уже я ее освоила, и уже не бывает такого, чтобы у меня не получилось, там, не затвердело, допустим, да. Всегда, когда что-то начинаешь, всегда сложно. И всегда это кажется страшным, чем-то неизведанным. Вот. Ну так, ну я бы не сказала, что что-то было прямо супер-мега сложным. Ну, вот, например, с мехом не работаешь? С мехом когда-то работала, это было, когда тебе в нос летит. Вот. Все вот это, да? Все вот это. Но я не в таком количестве. Я украшала, вот делала эти якутский костюм. И там совсем маленькая такая тоненькая была полосочка. Но чтобы ее нарезать, не ножницами ее уже режешь. Ее режешь с внутренней стороны канцелярским ножом. И потом я не могла понять тоже, почему у меня вот все время вот чешется нос. А потом только я поняла, что это вот всему виной летящие пылинки от меха. Ну, технически несложно, но для здоровья, наверное, не очень, да, хорошо. Поэтому я преклоняюсь перед теми, кто вот шапки шьет, унты, шубы. Это такой труд, конечно, очень масштабный, я бы сказала. Ну, мы с тобой приближаемся к завершению нашей розы. Надо будет еще придумать, на чем ее мы будем крепить. В принципе, здесь подойдет любой материал. Атласная лента какая-то, да, под цвет. Вот.
либо же какая-то резиночка. Ну, резиночка, наверное, не будет смотреться красиво. Лучше, наверное, ленточку, да? Так. Вот на изготовление такой броши у тебя сколько времени ушло? 1 вечер. 1 вечер. Да. Причем я ее делала в Москве, Угу. когда была на каникулах. Вот на квартире у сына у него не было клея-пистолета, и я купила обычный момент, секундный клей, который. Угу. Он же такой опасный. Там, если на пальцы попадет, все, да? А вот это по не технике сдобровать. тоже вот так же вручную растягивала или это все-таки утюгом? Это я утюгом, потому что тут немножко поплотнее, вот почувствуй. Нет, ну зато ямочек-то побольше как будто было прям, да? Это да. за счет того, что утюгом. Каждый лепесток прикладываешь к утюгу, затем убираешь его и быстренько придаешь форму. Потому что если не успеешь форму придать, то уже потом ничего не получится. Угу. Мы заканчиваем. Так, давай посмотрим, с какой стороны нам еще можно добавить. Вот сюда. Вот сюда. И давай еще быстренько 2 приклеим, чтобы она попышнее была, да? Угу. А если они поменьше размером? Ну ничего страшного. Так вот. Так, и последняя. Красота. Да, вот, кстати, чем больше неровностей, да, и каких-то вот погрешностей, тем она реалистичнее смотрится, да? Да. Тут вот надо еще немножечко чуть-чуть Растянуть. потянуть, помять. Вот так придавить. Вот видишь, красота какая. Вот такую красоту можно сделать своими руками, дорогие друзья. А еще подкрасить немножечко можно где-то, да? Подразукрасить, да, какие-то жилки. А вот ту сторону мы можно вот так вот сделать, вырезать круг, вот эту всю часть закрыть и приклеить вот такой вот уже готовый заготовочку, да, в виде броши. Вот это тоже все готовое. Да, это тоже вот продается в магазинах. Ну, в принципе, эта тема нам сейчас стала понятна. Самое главное — приобрести материал, включить немножко фантазии, да, вдохновения какого-нибудь. Опять же, вот Юлиана всегда говорит, что такие изделия делаются легко, когда приходит вдохновение, да? Когда вот не лежит сердце и душа, лучше за это не браться. Лучше подождите. Подождать, да. Да, подождите, если прям вот в один из вечеров захотелось сделать цветок, сразу беритесь за дело, не откладывайте, потому что потом это вдохновение может вас вновь покинуть и не выйдет ничего. Но у нас сегодня вдохновение было на нашей стороне, да, мы сотворили вот такую красоту. Конечно, здесь нужно будет доработать, ну а наш эфир, он не резиновый. Я думаю, в любом случае руками мастера этот цветок оживет. Да, нам надо будет тут закрыть и прикрепить ленту. И уже чокер будет наш готов. Да, мы же хотели точно сделать его как чокер. То есть вот здесь вот Да, такая красивая роза небольшого размера расцветет, да, на вашем прекрасном образе. Ну что, Юлиан, спасибо еще раз. Мы благодарим тебя за участие в съемках нашей программы. Желаем тебе как можно больше идей. Спасибо Потому большое. что вот талантливый человек, ему всегда нужно вот развиваться. А в твоем деле, в твоем бизнесе, конечно, развитие — это значит новые идеи, новые техники, новые методики. Да. Ну и, конечно, постоянно надо обучаться. Обучаться, ну и отдавать эти знания подрастающему поколению. Поэтому еще-то вдобавок тебе желаем побольше юных рукодельниц, мастериц, которые с удовольствием будут изучать вот все твои новые открытия и технологии. Спасибо большое, Даша. Спасибо большое, дорогие телезрители. Ну а мы увидимся совсем скоро. До новых встреч. Всего доброго.